8 марта для меня это такой праздник, когда муж приносит мне кофе в постель и готовит ужин. Обожаю этот день. 8 марта все вокруг дарят женщинам цветы, подарки и внимание. Очень приятно, когда близкие люди проявляют свою любовь и внимание. Но давайте вспомним историю этого праздника. Немка Клара Цеткин еще в 1910 году предложила учредить Международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. 8 марта отмечается ежегодно в ряде стран как «Женский день». Он появился как День солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. ООН объявила 1975 год Международным годом женщин и начала проводить 8 марта Международный женский день. В 1977 году Генеральная ассамблея ООН предложила государствам объявить, в соответствии с их традициями и обычаями, любой день этого года Днем борьбы за права женщин и Международный мир Организации Объединенных Наций. 8 марта – это отличная возможность отыграться за 23 февраля, за все эти носки, пенки для бритья и шампуни. Шутка, конечно. А если серьезно, как только закроется дверь за последним гостем, я с радостью лягу на диван и выпью пиво. Отметить, что пережил этот день. 8 марта – это не ответный праздник, и в этот день подарки не главное. Это день солидарности с женщинами в их борьбе за исполнение их прав. В этот день будет гораздо правильнее просвещать окружающих и самих себя о той дискриминации, которой женщины подвергаются до сих пор. Мне лично нравится, как празднуется. Самое главное – это выходной день, который я могу провести с семьей, с друзьями. Это также сюрприз от ухажеров, подарки, которые я давно ждала, возможно, встречи с друзьями, выход в ресторан. Что же еще можно изменить? Только каждый год ждать этот день с нетерпением. Женщины в мире и в нашей стране до сих пор подвергаются домашнему и сексуальному насилию по половому признаку. И зачастую насильники остаются безнаказанными. Нередко окружающие люди потакают этому насилию, называя это традициями, и почти всегда жертвы подвергаются осуждению. Согласно статистике ООН, ежегодно кризис-центрами фиксируется около 8 тысяч обращений от женщин, пострадавших от домашнего насилия. Около 60% женщин в регионах крадут для вступления в брак. Зачастую такие браки не регистрируют, а обряд Нике не дает женщине никаких прав при расторжении брака. Представленность женщин во власти тоже оставляет желать лучшего. 19% из минимальных 30 в Джугурку-Кенеше, а в сельской местности в каждом пятом Кенеше женщин нет вообще. Мне очень нравится этот день. Девушки все такие красивые и нарядные. Это такой день красоты. В этот день мы поздравляем женский пол и помогаем им в женских обязанностях. Я мою посуду и стираю. Во-первых, про слабый пол. Это словосочетание очень стигматизирует и дискриминирует женщин. Называя женщин слабым полом, вы невзначай намекаете на то, что женщины не могут выполнять любую работу наравне с мужчинами, хотя это совсем не так. Во-вторых, ведение домашнего хозяйства – это не только женская обязанность. Взваливание всех обязанностей по дому на женщин препятствует их социализации и карьерному росту, но и в целом каждый член семьи должен иметь как одинаковое количество обязанностей, так и одинаковое количество прав на свободное время, развитие, карьеру, хобби и развлечения. Женщинам приписывают обязанности по ведению хозяйства и воспитанию детей, но это не очень правильный стереотип, а уж воспитание детей является обязанностью обоих родителей. А это люди по всему миру празднуют 8 марта и чествуют активисток, благодаря которым женщины получили право голоса, право на развод, декретный отпуск, на распоряжение собственным телом, на равную оплату труда и много других прав, которых раньше были лишены. С 8 марта и давайте подумаем, как правильно нам с вами отмечать этот день.